В Республиканском фонде соцстраха прошла пресс-конференция. На ней обсудили вопросы страхования от несчастных случаев на производстве, санитарно-курортного обслуживания льготников, обеспечения инвалидов протезами и выдачи талонов на бесплатный проезд. Журналистам также рассказали об итогах работы фонда в первом полугодии текущего года. По 16 публичным обязательствам, которые возложены государством на нас, все своевременно льготники, все, которые люди обращаются к нам за той или другой услугой, они получают ответ своевременно. Рейд по самым загрязненным улицам провела администрация города. Такие проверки проводятся ежедневно. В этот раз они коснулись улиц Барбашова и Ленина, а также района рынка Алан. Особое внимание уделено предпринимателям, складывающим мусор в неположенных местах. Нарушителям грозит штраф. В зависимости от количества предупреждений его сумма составит от 1 до 2,5 тысяч рублей. У нарушителей также проверяют договора с экологической службой. Отсутствие договора рассматривается как более тяжкое правонарушение. Город или городские службы коммунальные или кто-либо не обязан этот мусор убирать. Это обязанность непосредственно водопроизводителя. В зависимости от местоположения магазина или какого-то объекта, при наличии это расстояние около 100 метров, при наличии мусорной площадки, то обязательно в договоре бывает указано место погрузки, время погрузки. На территории Владикавказа невозможно обнаружить дикорастущую коноплю. Об этом на антинаркотической комиссии сообщил мэр города Сергей Дзантьев. Единственным местом, где произрастал сорняк, стал поселок Заводской. В этом году там уничтожили 54 куста. На сегодняшний день в республиканском наркологическом диспансере на учете состоят около 2000 жителей города. За последние 3 года экспресс-тестирование на употребление наркотиков проходило лишь 20% учащихся школ. Наркотики, тесты были закуплены именно по героину, по марихуане, но в образовательном, в подростковом возрасте такие виды тяжелых наркотиков еще дети не употребляют. Поэтому, по моему вообще опыту, я бы предложила нашей республике купить тесты именно на никотин, потому что с этого подростки начинают употреблять никотин содержащие, табакосодержащие изделия. Поэтому на сегодняшний день есть на никотин тесты, можно их закупить. Ардонские футболисты одержали победу в финале Кубка Северной Осетии по футболу. Всего в турнире принимали участие 16 команд из всех районов республики. В решающем матче встречались Алания Октябрьская и Ардонский СКАТ. В основное время ни одна из команд так и не смогла поразить ворота соперника. Матч был продолжен серией пенальти. Сейв вратаря Георгия Гаглоева позволил ардонцам подойти к решающему удару с преимуществом. Победу команде принес 11-метровый удар, реализованный Аланом Короевым. Путь у нас был нелегкий, дабы команды были все серьезные. И Автодор, и Ирбис, и все игры были очень тяжелые. Но благодаря слаженным действиям команды, тренерской, тактической вот этой постановке, да, мы вот за счет команды победой, Лиз, выиграли этот турнир. На окраине селения Чекала водитель автомашины ГАЗ-24 не справился с управлением и опрокинулся во враг. В результате происшествия от полученных ранений он скончался на месте. Пассажир с множественными ушибами доставлен в Иравскую районную больницу. В последние дни в Северной Осетии участились случаи ДТП со смертельным исходом. Управление ГИБДД по Северной Осетии призывает быть внимательными на дорогах. Водитель транспортного средства со своим другом возвращались с гостей. Со слов очевидцев, они находились в состоянии опьянения. Водитель не справился с управлением и на извилистом участке автодороги совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.